1916 году к эмиру священного града Мекки и прямому потомку пророка Мухаммеда Хусейну бен Али прибыл английский разведчик Томас Эдвард Лоуренс. Далее, согласно современному голливудскому эпосу, он поднял восстание арабских племен за освобождение Арабского Востока от 400-летнего ига Османской империи. Во всем мире этого офицера знают как Лоуренса Аравийского. Но немногие знают, что у страны Советов был свой Лоуренс Аравийский, и звали его просто, без эпитетов, Карим Хакимов. Благодаря художественной литературе и Голливуду образ Лоуренса Аравийского принял поистине эпический масштаб. Сегодня уже трудно понять, что в его биографии является правдой, а что вымыслом. В отличие от него, о деяниях Карима Хакимова можно судить лишь по документам, изучение которых куда более скучное занятие, чем чтение приключенческих романов в стиле «Тысячи и одной ночи». В 1914 году в смертельной схватке сцепились колониальные империи. С одной стороны германская, австрийская и османская, с другой британская, французская, итальянская и российская. Война шла за передел мира, за приобретение новых колоний, за доступ к дешевым ресурсам. Именно поэтому она получила название империалистической. В 1892 году в башкирском ауле Дюсян, затерянном в степях Оренбургской губернии, родился Карим Абдрауфович Хакимов, который примет непосредственное участие в процессах, разворачивающихся в мире большой политики. Он происходил из башкир Сарайли Мингской волости. Башкирское племя Минг состоит из нескольких подразделений: Кыркуйле-Минг, Куль-Минг, Чуби-Минг, Уршак-Минг, Миркит-Минг и Сарайли-Минг, которому принадлежал род Карима Хакимова. Не случайно отец Карима, Абдрауф, в анкетах сельскохозяйственной переписи 1917 года значится башкиром. В свидетельстве о рождении башкирами показаны оба родителя будущего дипломата. Жители современного Дюсяна, это ныне Бишбулякский район Республики Башкортостан, своим происхождением относятся к минцам, а если точнее, к роду Сарайлы-Минг. Все последующие ревизии, начиная с 1795, 1816, 1834 и прочих ревизий и учетов населения, включая Всероссийскую перепись 1897 года, сельхозперепись 17 года, они все подчеркивали, что в этом селе проживают башкиры-припущенники. В нескольких автобиографиях он всегда подчеркивал свою принадлежность к сельскому пролетариату. Семья вела полубатратский образ жизни, частично обрабатывая свою землю и частично работая у помещика Тимашева. На самом-то деле, происхождение Хакимова было чуть иное. Его семья была она достаточно многодетной, то есть он был в семье четвертым ребенком. И, его отец владел достаточным количеством земли, у них было приличное хозяйство, то есть он никогда не голодал, никогда ни в чем не нуждался. В это время в далекой Англии у лорда Чепмана также подрастал незаконно рожденный сын Томас. Он родился в Уэльсе, воспитывался во Франции, учился в Оксфорде, изучал археологию и увлекся Востоком. Карим Хакимов Востоком не увлекался, потому что сам был представителем этого самого Востока. Он учится в медресе села Каргалы, что находится под Оренбургом, а затем в уфимском медресе Алия. Но когда уже вопрос стал, что нужно хоть какое-то образование, то есть законченное, он решил поступить именно в вторую Томскую мужскую гимназию. Если вопрос ставит, почему именно туда, то здесь можно сделать предположение такое. Во-первых, там было достаточно количество мусульманского населения. Весной 1917 года он получает свидетельство о том, что башкир Иль-Кульминской волости Белебеевского уезда Абдул-Карим Хакимов
Окончил вторую Томскую мужскую гимназию. В перерывах между учебой в Уфе, Оренбурге и Томске он работает то дворником, то шахтером, то рабочим на железной дороге. Склонность к перемене мест гоняет его по всей Средней Азии. Лоуренс также был большим непоседой. Он принимает участие в нескольких археологических экспедициях на Ближний Восток. Он очарован Востоком, но английское очарование археологии всегда имеет колониальный привкус. Лоуренс присоединяется к проекту лорда Китченера обследования Синая, который под видом топографической съемки имел военно-разведывательные цели. Разразилась Первая мировая война. Помимо Европейского театра военных действий, существовал и Ближневосточный, на котором происходили не менее интенсивные операции. Англичане терпят неудачу за неудачей. Поражения на Галиполе и под Эль-Кутом стали полной неожиданностью для британцев. Они и думать не могли, что войска, разлагающиеся, как они считали, Османской империи, окажутся в состоянии противостоять им. Когда методы лобовых атак не действуют, англосаксы обычно ищут обходные пути решения проблемы. Англичане, пользуясь неудовольствием арабов, поднимают их на войну против турок, снабжают оружием и обещают им полную независимость в случае победы над Османской империей. Лоуренс прибывает в лагерь принца Фейсала, сына эмира Мекки Хусейна бен Али, уже ведшего войну с турецкой армией. Его задача – вести будущего короля Ирака в русле британской политики, внушать мысль об освободительной миссии Британии и всячески помогать арабам в качестве военного специалиста. Впоследствии он писал: «Так как я не был полным дураком, то мог видеть, если мы выиграем войну, то обещания арабам будут мертвым листком бумаги. Если бы я был честным советником, я бы отослал моих людей домой и не позволил бы им рисковать своими жизнями за такое дело. Но арабское вдохновение было нашим главным оружием, чтобы выиграть войну на Востоке. Поэтому я их заверял, что Англия сдержит свое слово и по букве, и по духу. Но, конечно, я был постоянно полон горечи и стыда». Осенью 1918 года в Германии произошла революция. Она выбыла из строя и капитулировала. Настал черед Турции. Британские войска, пользуясь поддержкой арабов, захватывают Багдад, Мосул, Дамаск и Иерусалим. Принц Фейсал, главный герой освободительной войны арабского народа, назначается королем Ирака. Но это все формальность. На самом деле Египтом, Ираком и Палестиной правят англичане. Сирией – французы. На территории британской Палестины идет подготовка к созданию государства Израиль. Европейцы и конкретно Лоуренс Аравийский обманули арабов. С началом революции в России Карим Хакимов возвращается из Томска в Оренбуржье, надеясь найти здесь работу. Однако вместо этого встречается с деятелями Оренбургского мусульманского военно-революционного комитета и сам становится его членом. Оренбургский мусульманский военно-революционный комитет – орган управления делами мусульман при губревкоме большевиков, во главе которого стояли Багауддин Нуриманов, Бахтигарей Шафиев, Гали Шамигулов, Карим Хакимов и другие. В ночь с 16 на 17 февраля 1918 года по инициативе мусульманского военно-революционного комитета в Оренбурге было арестовано башкирское правительство во главе с Ахмед Заки Валиди, о чем Карим Хакимов не без гордости упоминал в своей автобиографии. На нашу долю выпала ликвидация контрреволюционного башкирского правительства, борьба против контрреволюционных выступлений татарской буржуазии и интеллигенции, организация национальных красноармейских отрядов. Вот эта вся, скажем, национальная элита, которая поддержала национальное движение Башкирии, он не принадлежал к этой элите, во-первых, Хакимов. И всегда, даже когда он обучался в Мадресе Галия, у него отношения с этой национальной элитой не сложились с самого начала.
Он был человеком из другого круга. Да? Далее он был убежденным все-таки большевиком. В июне 1918 года начинается наступление антибольшевистских сил чехов, казаков и башкир. Начинается эвакуация красных. Карим Хакимов вступает в татаро-башкирский легион, который после слияния с батальоном красных венгров стал именоваться Интернациональным полком. Вскоре он становится командиром одного из батальонов этого полка. Осенью 1920 года Красная армия оккупировала Бухарский Эмират. Секретарем Центрального комитета Компартии вновь образованной Бухарской республики был назначен Карим Хакимов. Однако долго пребывать на этом посту ему не пришлось. Уже через год он был вызван в Москву и принят на работу в Наркомат иностранных дел. Освобождение Аравии от власти турок не решило вопроса ее объединения. Во главе Хиджаза стоял король Хусейн из династии хашемитов, потомков пророка Мухаммеда. Во главе Неджда династия Абд-ал-Азиз бен Сауд из династии саудитов, глава экзотического тогда движения ваххабитов. Между двумя государствами уже несколько лет шла война. В свете наглядного зарождения антиколониального движения в странах Востока возникла идея об открытии там советского консульства. Идея принадлежала Георгию Чичерину. Георгий Чичерин – дворянин, сотрудник МИД Российской империи, нарком иностранных дел РСФСР и СССР, член РСДРП с 1905 года. После Лозаннской конференции он писал: «Наш консул в Джидде будет в самом центре мусульманского мира, ибо все паломники там проходят, и таким образом очень многие совершающиеся в мусульманстве политические движения, которые теперь от нас ускользают, будут происходить перед глазами нашего консула. При нашей мусульманской политике нам, по-моему, необходимо иметь человека в самом центре мусульманского мира». Этот регион, он очень важный вообще со всех сторон. Во-первых, это сердце исламского мира. Как мы знаем, там находятся две из трех основных святынь ислама. Это Мекка и Медина. И, скажем, иметь свои интересы, свои позиции в этом регионе – это очень важно. И вообще изначально это, скажем, сфера интересов Британской империи. И начинать, скажем, усиливать свои позиции, вообще устраивать даже свое присутствие в этом регионе – это уже большая удача. И вот в 1924 году в аравийском порту Джидда было открыто советское консульство, и первым консулом СССР в Хиджазе был назначен Карим Хакимов. Чичерин писал об этом назначении: «Для нас в высшей степени важно попасть в Мекку. Мы именно потому назначаем генеральным консулом мусульманина, чтобы он мог находиться в Мекке. Между тем, кроме товарища Хакимова, других подходящих мусульман не оказалось, хотя мы искали очень долго. Некоторые дефекты у товарища Хакимова есть, но у других возможных кандидатов дефекты несравненно более значительны. Товарищ Хакимов уже привык к нашей политике, так как много лет занимал у нас посты». Тем временем война между Хиджазом и Недждом приближалась к решающей фазе. Позиция Советского Союза была изложена в одном из документов: сохранять дружественные отношения с Хиджазом, не упускать случая войти в контакт с новой силой Аравии Ибн Саудом. Наши интересы в арабском вопросе сводятся к объединению арабских земель в одно государственное целое. Таким образом, интересы арабов и Советского Союза полностью совпадали. И этот фактор имел основополагающее значение для всей ближневосточной политики. Это выдающийся советский дипломат. Это необходимо об этом говорить. Об этом говорит, кстати, академик Примаков, самый глубокий специалист
вы знаете, по ближневосточной тематике. Об этом говорят все, об этом говорят и то, что вот такое уважение, да, это передача документов МИД об Хакимове. В декабре 1924 года войска Абд-ал-Азиза ибн Сауда вступили в Мекку. Выполняя указания центра, Хакимов совершает поездку в Мекку, демонстрирует ваххабитам знание арабского и заветов пророка, подает пример выполнения одного из столпов ислама, а заодно встречается с Ибн Саудом. Чичерин тут же отзывается похвалой. Столь удачно организованная и проведенная вами поездка в Мекку значительно обогатила нашу информацию о действительном положении Ибн Сауда и его намерениях. С точки зрения установления некоторого контакта с Саудом, эта поездка также дала хороший результат. Ибн Сауд объединил Аравию и объявил себя королем. 16 февраля 1926 года генконсул СССР Хакимов на автомобиле с советским флажком на капоте проехал через пустыню от Джиды до лагеря Ибн Сауда и вручил ему официальную ноту, в которой говорилось: «Правительство СССР, исходя из принципа самоопределения народов, признает вас королем Хиджаза, султаном Неджда и присоединенных областей». Победа Советского Союза и лично Карима Хакимова была полной. Россия получила приоритет в отношениях с саудидами, обойдя в этом самих англичан, присутствовавших в этом регионе не один десяток лет. Но советскому консулу предстояло достичь еще одной победы. В 1924 году президент Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк упразднил халифат, лишив звания халифа представителя османской династии Абдул-Маджида II. Во всем исламском мире от Марокко до Индонезии развернулось движение за возрождение халифата. Англия решила использовать его в своих корыстных целях. Духовенство Египта принялось проталкивать идею о созыве Конгресса по избранию халифа в Каире, контролируемом англичанами. Идея энтузиазма не вызвала, особенно у халифатистов Индии. Родилась идея провести Мекканский конгресс, где бы под эгидой, в общем-то, Ибн Сауда и принять там решения, направленные на, с одной стороны, на объединение исламского мира, но с другой стороны, признание вот самостоятельного государства саудитов, независимого. Тогда уфимский муфтий Реза ад-Дин Фахриддинов выступил с неожиданной инициативой. Конгресс должен быть созван в стране, находящейся вне сферы влияния империалистических держав. Он предложил провести его в Мекке, которая находилась в независимой Саудовской Аравии. Благо, что король-ваххабит был другом красного консула Хакимова. Каирский конгресс все же состоялся, хотя не имел кворума. Его проигнорировали Турция, Афганистан, Иран, Судан и, понятное дело, Советский Союз. Халифа так и не избрали, ибо форум не имел официального статуса. Зато Мекканский конгресс, прошедший чуть позднее Каирского, имел куда более продуктивный исход. Главным вопросом Мекканского конгресса стало обсуждение борьбы с колониализмом западных держав. Конгресс заложил основы для объединения мусульманских государств и народов, большинство которых находилось тогда в той или иной степени колониальной зависимости. Он стал прообразом современной организации «Исламская конференция». Организация «Исламская конференция» была образована в 1969 году и стала самой крупной и авторитетной организацией исламского мира. Огромную роль в ее создании сыграл Мекканский конгресс 1926 года, состоявшийся во многом благодаря усилиям Карима Хакимова. Газета «Таймс» сообщала о его деятельности в следующих выражениях. В Хиджазе большевики учредили дипломатические миссии. Их генеральный консул Карим Хакимов отличается особенной ловкостью. Он вступил в связь с недовольными элементами в целом ряде магометанских стран, и деятельность его распространяется не только на бассейн Красного моря, но и на голландскую Индию, то есть Индонезию.
По его совету были установлены пароходные рейсы для паломников в Джидду. Каждый год плавучие советские выставки в Красном море и Персидском заливе рекламируют достижения советской государственной промышленности. Вот сейчас сложно представить, что мы привозили и торговали керосином. Мы продавали практически один из самых лучших текстилей в этом регионе. Мы сбивали практически все цены англичан, и они, скажем, банкротились. Арабский Восток видит в большевиках своих естественных друзей и союзников на том основании, что Москва является врагом Англии, заключает обозреватель «Таймс». Действительные цели большевиков были понятны. Экспорт социалистической революции в странах Востока. Понятны были и мотивы Англии, во что бы то ни стало сохранить свою колониальную империю. Уникальность момента заключалась в том, что интересы народов Азии на какое-то время совпали с интересами Советского Союза. Поэтому его политика в этот отрезок времени имела прогрессивный характер. Упорство, с которым Карим Хакимов проводил линию СССР на Ближнем Востоке, действительно достойно удивления и уважения. Несмотря на тяжелые климатические условия, он продолжал свою работу. Его не останавливает даже смерть единственного сына, Шамиля, умершего в Хиджазе от малярии. В 1929 году он был назначен полпредом в Йемене. Ему удается установить дружеские отношения с королем этой страны, имамом Яхьей, и заключить советско-йеменский договор о дружбе и торговле. Эта цель отвечала интересам советской внешней политики. Почему? Потому что любое независимое государство, как говорится, рассматривалось в то время как выход из империалистической политики, которую проводили мировые державы. В 1932 году Хакимову разрешают вернуться на родину. После многих лет скитаний он наконец-то посещает родную Башкирию. Отдыхает с семьей, женой и дочерью на курорте, поступает в Институт Красной профессуры в Москве. В общем, наслаждается жизнью. В мае 1932 года Советский Союз прибыла с визитом правительственная делегация Саудовской Аравии. Делегацию возглавлял сын короля эмир Фейсал, исполнявший также обязанности министра иностранных дел. До этого он совершил вояж по ряду европейских стран в надежде получить кредиты. Великая депрессия докатилась и до Аравийского полуострова. В кредитах ему было отказано, тогда он отправился в Союз. Еще на границе он потребовал, чтобы его сопровождал только Карим Хакимов, а не кто-либо иной. Сохранились уникальные кадры, запечатлевшие вместе принца Фейсала и Хакимова Аравийского. По прибытии в Москву Фейсал в сопровождении Хакимова был принят в Кремле председателем ВЦИК Михаилом Калининым. Из того, что произошло далее, видно, насколько ослепла внешняя политика страны Советов после ухода на пенсию Чичерина. Фейсалу отказывают в кредитах. Саудовцам не остается ничего, как предоставить концессию на разработку своих нефтяных месторождений Соединенным Штатам Америки. Хотя у России были все шансы занять это место, которое занимает там Америка и по сей день. Ситуация в советской дипломатии стала еще более безрадостной, когда в 1937 году на Наркомат иностранных дел обрушился шквал репрессий, которых не избежал и Хакимов. Его вызывают из Аравии в Москву, подвергают аресту и расстреливают 10 января 1938 года на полигоне Коммунарка в Подмосковье. Узнав об этом, король Абд ал-Азиз ибн Сауд разрывает дипломатические отношения с Советским Союзом и упраздняет советское представительство в своей стране. Внешняя политика страны на Ближнем Востоке терпит полный крах. Лишь в 1990 году СССР и Саудовская Аравия вновь обменялись посольствами. В публикациях о Кариме Хакимове, издававшихся в советское время, его именовали верным солдатом партии. Так оно и было.
Он отдал себя делу служения большевизму, служил верно и безропотно. В свете сегодняшних общественных представлений его фигура уже не выглядит столь однозначно. Все-таки находился в числе борцов с национал-автономизмом, арестовывал основателя Башкирской республики Ахмед Заки Валиди, участвовал в низвержении Мирсаида Султангалиева, основателя Татарской республики. Из песни, как говорится, слов не выбросишь. Но нельзя забывать его бесспорного успеха на дипломатическом поприще. Нельзя забывать его вклада в борьбу с системой колониализма в странах мусульманского Востока. Нельзя забывать Хакимова Аравийского.